идея этого такого дома спортом насколько интересно, хорошая информационная. Но вы знаете, вот когда сборная команда тренируется, готовится к крупной соревнованию, это уже происходит. А когда просто на своей информации говорят, наши звезды это но в то же время есть молодежь, юные дети, они видят потом отношение к спорту и будут заниматься спортом. Здорового образа жизни, спорта, здорово, потому что есть примеры, что занимаясь спортом, можно достичь очень высоких результатов и стать самым сильным в мире. Это, не знаю, мои ощущения, это стоишь маленького что-то, раньше за 5 лет должны быть, и вот ты вставляешь. На тебя смотрит вся страна. Вот люди сидят и смотрят. И, наверное, это вот самое хорошее чувство и чувство благодарности, что ты очень большой труд сделал, и этот труд длился вот такой результат. Спасибо. Василий, а как вам идея создания этого дома? Идея, конечно, хорошая, но я хотел бы еще от себя сделать определенные предложения, да, и на весь срок проведения Олимпийских игр с разрешения нашего уважаемого мэра, тоже лыжника Ивана Александровича Поздеева, организовать здесь Олимпийскую деревню и поставить в ней русский дом. На самом деле вот этот дом, он не только приближает всех любителей, всех болельщиков к Олимпийским играм и к олимпийской сборной команде нашей страны. Этот Олимпийский дом, он на самом деле сближает людей и, наверное, рассказывает им что-то новое. Да, рассказывает что-то новое. То есть вот эти встречи со спортсменами, они тоже однозначно полезные и приятные не только болельщикам и любителям, но и в свою очередь нам, спортсменам. Это отрадно, что в нашем городе такой дом есть, стоит сейчас, конечно, завтра его уже не будет, но наша страна очень большая, то есть и в каждом городе нашей Родины ждут этот Олимпийский дом и ждут вот эту частичку нашей сборной команды и нашей Олимпиады.